коми языке обряд крещения переводится пыртом, пырчем. Можно сказать, введение человека в веру. Среди коми старообрядцев кок ясмышкины, омовение ног. В ходе крещения священник или пыртыш давали ребенку имя по святцам. Если младенец нарекался именем сразу после его рождения, ребенок впоследствии имел два имени. Первое, данное родителями, и второе, полученное в ходе крещения. Если не было возможности принести младенца в храм, старались приглашать священника в дом. Либо крещение проводили пожилые вдовы, либо незамужние, хорошо знающие тексты молитв. Некоторые отмечают, что совершать крещение могла только женщина после 30 лет вдовства. Крещение совершалось над новорожденным на 3-й или 8-й день. Крестили утром или днем, запрещалось вечером. В непосредственном обряде крещения принимали участие только 3 человека: пыртыш, вежань или вежай. Для мальчиков выбирается крестный и крестная, вежай и вежань, для девочек только крестная. Мать ребенка не может там находиться, так как после родов считалась нечистой до очистительной молитвы, 40-й день после родов. Эта нечистота до некоторой степени распространяется и на отца, поскольку таинство крещения считается духовным рождением человека, то и кровный отец должен уступить место духовному. А вот это чинаданы. Сначала освящалась емкость для крещения и одежда ребенка, рубашка, нательный крест и пояс. Пыртыш брал младенца из рук крестного, произносил необходимые молитвы. Крещается раб Божий Алексей во имя Отца, Сына. И зажав ребенку нос, глаза и уши, троекратно погружал его в воду с головой. Лицо окрещаемого при совершении обряда должно было быть обращено на восток, поскольку на востоке Господь живет. Ребенка кладут на чистое полотенце. Вежань или вежай завязывает на ребенке пернапас, нательный крест. Ванди, нательный пояс, перняньдарем, специальную холщовую рубашку, шитую крестной по старинному покрою. После этого крестный с ребенком на руках 3 раза обходил купель по солнцу, а пыртыш-баб при этом читает молитву. Вежай собирал с накрытого обеденного стола понемногу со всех блюд, смешивал все в одной посудине с водой, вином, суром и квасом и подавал отцу крещенного младенца. Отец произносил молитву и съедал приготовленное кушанье за здоровье своего ребенка. После этого начиналась общая семейная трапеза с участием гостей.